Сегодня мы в гости пригласили Дамира Хазрета, заместителя имама города Можайска. Вот, с кем мы сегодня, кто-то знаком с ним, кто-то познакомится только. Вот, мы сегодня очень рады его видеть. Имам Хазрет, вам слово, Дамир. Прежде всего, то, что мы по милости Всевышнего Аллаха сегодня собрались, давайте сделаем небольшой дуа, иншаллах, почитаем. Ауду билляхи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Есть священный аят, который гласит «Фаджитамару», да, то есть «и будьте вместе». Да, то есть будьте вместе и не разделяйтесь. Самая основная наша победа, да, вот как мы помним из, так сказать, истории, да, из реальных наших прабабушек и прадедушек, да, как мы выживали. То есть выживали и жили тогда, когда мы были вместе, тогда, когда мы были вот рука об руку. В самые сложные моменты, в самые легкие моменты, и в радости, и в печали, то есть без уммет буларак, то есть мы как вместе одна община и стремящиеся к довольству Всевышнего Аллаха Тааля. Основная тема выступления вот это все-таки как раз-таки замужество. Ну вот что или женитьба? Наверное, больной вопрос у некоторых, такой актуальный вопрос. Но на самом деле практика показывает очень интересную особенность. Вот мы все стремимся обрести вторую половину. Мы все стремимся быть хорошими, скажем, да, сестрами, хорошими братьями, то есть чтобы в дальнейшем гайлена иштарга, то есть создать семью берештарга, чтобы вместе жить. Но, знаете, вот практика показывает, да, мы должны общаться, мы должны встречаться, но Всевышний Аллах Тааля, знаете, вот все-таки Он дает супругу или супруга вторую половину тем людям, которые стремятся именно вот к тому, чтобы совершить благие деяния. За что-то, вот можно сказать так, вот мы все работаем, да, скажем, двигаемся по карьерной лестнице, там, скажем, берем какие-то бонусы, например, да, то есть стараемся угодить начальству, например, да, что-то внеурочно работать, к примеру, да, то есть и на самом деле, то есть выполняем план, и начальство это видит. Ага, хорошо, вот он выполнил, давайте ему усилим или, скажем, дадим какую-то премию, дадим какую-то зарплату, дадим какие-то бонусы. То есть и, соответственно, да, может быть, где-то приблизим к себе, сделаем заместителем, там, да, что-то вот такое хорошее дадим. То же самое и кадрежем абатуль муслимин усларам, так же самое и вот в отношении со Всевышним. Мы стремимся к тому, чтобы делать добрые деяния. Мы стремимся для того, чтобы быть полезным обществу, быть полезным тем людям, которые нуждаются. Всевышний Аллах Тааля нас таким образом вознаграждает. То есть, как сказано в хадисе шарифе, то есть человек, который вот встретит, да, вот свою вторую половину, он прочувствует. То есть встретит именно, прочувствует, что это моя вторая половина. Это то есть это мой супруг. Зачастую так бывает. И могу привести очень интересный пример, который мне рассказал уже потомок, получается, известного татарского ученого Шигабуддина Марджани. Вот он как раз живет в Казани. Вот, и однажды он как раз мне рассказывал такую интересную вещь. Я, говорит, работал в мечети в Казан-Нуре и тоже хотел встретиться, тоже хотел найти свою вторую половину. Я долго делал дуга, я просил Всевышнего Аллаха, я старался. И получилось так, что в один день мне снится сон. В один день мне снится сон, в котором мне говорится вот это вот
ее имя моей супруги. Прошло 2 месяца. И вот однажды я встретил свою супругу. А как я встретил? Она пришла в мечеть и держала банку с молоком. Я ее сразу увидел, и понял, что все-таки что-то ёкнуло. Кишести зельян прочувствовал. И получилось так, что она пришла в мечеть, но она пришла не для того, чтобы замуж выйти, она пришла с подругой, для того, чтобы пообщаться по поводу замужества. Когда она сказала, как ее зовут, Хазрат сразу понял, что, скорее всего, уже это сходится. Здесь сходится. Она, ее также зовут, Лили, по-моему, ее звали, субханаллах. То есть, немного пообщались, и все, встретились, и уже там прошло время, сразу никях прочитали. Искиткеш, субханаллах. Скажешь, все-таки как? Она где-то ходила, она где-то искала, и Всевышний Аллах Та'аля их соединил. Поэтому все-таки давайте прежде всего себе говорю, надо стремиться к тому, чтобы Всевышний Аллах Та'аля был нами доволен, стремиться к тому, чтобы совершать праведные деяния, быть в хороших отношениях с родственниками, быть в хороших отношениях с родителями, с близкими, с коллегами. Да, может быть, кто-то нас обидел, но сейчас же месяц Рамадан, который все-таки предрасполагает того, чтобы мы старались прощать друг друга. Аллах Та'аля залаганачин мин кичирям. Я прощаю и ожидать вознаграждения только от Всевышнего Аллаха Та'аля. Поздравляю, что сегодня, альхамдулилля, прошло уже половина Рамадан. Я надеюсь, что многие или все, наверное, соблюдали это и получили энергию, укрепили иман. Наверное, в это время читали Коран и помирились, если был какой-то конфликт с кем-нибудь, вы уже помирились, и все любите друг друга, и живете в миром и согласии. Конечно, Рамадан это очень важно. Аллах Субхану Тааля именно выбрал этот месяц из всех месяцев года, именно чтобы он прощает всех, кто, например, где-то ошибся, дает на каждый шаг 10 шаг, и 100, и 1000, и 700, и больше. На каждое благо Аллах в этом месяце увеличивает много раз. Поэтому желательно в этом месяце делать много добро, потому что это умножается намного. Этот месяц всегда люди должны помириться, быть любезны друг другу, делать добро, сколько сможет каждый. И область здания. И это месяц, который Аллах Субхану Тааля не спасал Коран. Почему Аль-Коран и Рамадан они связаны? Шахру Рамадан, الذي أنزل فيه القرآن. Пожалуйста, напоминайте вас месяц Рамадан, который именно в этот день был не спасал Коран. Коран, конечно, он был послан на земле в течение 23 года, 23 лет или 23 года. А был из Лаух аль-Махфуз, из Вишни Лаух, из Вишни книга был послана на 7-е небо, ближе к небу, которое у нас самое близкое, и тогда постепенно был послан Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в течение 23 года. Первый аят вы сами, наверное, все знаете, «Икра». И да я до этого хочу спросить, у кого есть перевод Корана на русском языке? Кто из вас имеет перевод Корана на русском языке? Никто, да? Есть, в телефоне. Сколько человек? У кого есть перевод? Поднимайте руку. Дома, что ли? Дома, да, конечно, дома, да. Часто, как вы поймете, вы как молодежь, вы татары, и еще знаете русский язык, как поймете этот перевод? Понятно? Смысл, да, там? Хорошо, у кого есть Коран на арабском языке? На арабском. Кто из вас знает, например, несколько сур Аль-Фатиха? Все знают сур Аль-Фатиха? Да. Знаете ее смысл? Знаете смысл, да, на родном языке, да? Альхамдулилля. И еще какие-то суры еще знаете, помимо Аль-Фатиха? Аль-Фалак, Аль-Нас, Аль-Ихлас, наверное, да, там? А кто имеет читать на арабском языке из вас? Знаете, да? Читает, да, там? Читаете и смыслом или вы только читаете? Только читаете, да. Но я могу сказать, вы, альхамдулилля, вы родились
в хорошие времена. Ваши родители и ваши дедушки родили в очень трудные времена, где все запрещено. Сейчас никто не имеет права говорить, я не знал. Никто не имеет права, я не знаю. Потому что все открыто, альхамдулилля. Несмотря что, например, есть свобода, есть возможность и читать, и узнать, и некоторые даже школы во всех местах, альхамдулилля, и в всех районах. Но есть ограничения. Все равно мы живем в время, которое называется американское время. Потому что ислам, Мухаммад саллаллаху жил 23 года, был 12-13 лет почти в Мекке, где был только маленькие мусульмане, меньшинства. А вокруг все они куфары, все они против ислама. Вы сейчас мусульмане, вы живете здесь, в России, вокруг вас не все верующие, поэтому мы считаем это режим, мекканский режим. Мы должны вести себя образ мусульманин, вежливо, знания, красота, активность, работа, порядочность и честность, чтобы показать, что мусульман, ислам это прекрасно. Мусульман не должен обманывать кого-то-нибудь. Мусульман не должен украсть. Мусульман не должен грубо видеть это, как называется, гречка, это, ведет себя неправильно, потому что это отражает на ислам. Например, когда мусульманская община, например, в арабском мире, где-то одни мусульмане, никто, когда кто-нибудь ошибается, не говорит, например, ислам плохой, он говорит, он плохой, потому что он сам, потому все мусульмане. А в России, когда один мусульман ошибается, они говорят, все мусульмане такие. Всегда один грех в меньшинство, он обещает на всех. А когда один мусульман делает что добро, никто не говорит, например, мусульмане хорошие. Они говорят, это Махмуд хороший. Поэтому имейте в виду, пожалуйста, в этой стране и ведите себя вежливо, ведите себя даже иногда отступайте, чтобы показать, что ислам это мир, ислам это любовь, ислам это взаимное понимание, ислам это общительное, ислам это для всех людей. Если я хочу вам сказать историю всех религий, например, все религии, все пророки были посланы для одного свою народу. Аллах в Коране Карим говорит, мы послали Муса к своему народу, мы послали, например, Дауд или Ибрахим или Исмаил своим народам. А единственный пророк, который послан всех народов мира, это Мухаммад саллаллаху. И написано, мы послали его рахмат аль-алямин, милосердие для всех народов. Вы, конечно, у вас не был среди татаров пророк, но вы считаете Мухаммад саллаллаху ваш пророк. Вы все любите Мухаммад саллаллаху. Так ли, да, там? Вы все считаете его ваш пророк, ваш любимый. Кто любого мусульманин, который не любит Аллах субхану тааля и не любит Мухаммад саллаллаху, больше, чем себя, больше, чем все, что имеет, он не является настоящим мусульманином. Мы должны очень, Мухаммад саллаллаху, такой великий пророк, великий личность, великий человек, который вообще, он так боролся, так старался, чтобы его книга была сохранена полностью, и так, чтобы он такие чудеса в своей книге Аль-Хадис Аль-Набавия, это священные хадисы, были, чтобы он, Мухаммад саллаллаху, оставил нас все, что необходимо для нас. Что необходимо для жизни. Мы мусульмане может и в меньшинство, и в большинство. Может в немусульманская страна, и в мусульманская страна. Но поведение отличается. Здесь мы должны быть очень мирные и культурные, и как вам сказать, показать тебе, что вы выше все, что других. И стараться и знания. Ислам и знания это синонимы. Мусульмане знают, он знающий. Аллах, Мухаммад саллаллаху говорит, кто не знающий, кто неграмотный, это не является мусульманином. اقرأوا العلم من المهد إلى اللحد. Получайте знания из кабили до могилы. Все время мусульмане должны постоянно с книги. Первый аят, который Аллах послал, это икра. И обычно я люблю, когда встречаюсь с людьми, которые мало, люблю сказать, например, именно повторить шахада. И разделяем грубо на две части. Один говорит «Ла иляха илляллах», а второй говорит «Мухаммад Расулуллах». Повторим, мы должны каждый день, утром и вечером повторить и шахада, что мы признаем, что мы рабы Аллаха Субхану Тааля, что Аллах нас создал, мы свидетели каждый утром,
что لا إله إلا الله محمد رسول الله, мы говорим اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمد عبد رسولك. Я свидетелю, что вы Аллах, вы наш Бог, наш Создатель, наш Всевышний Аллах. И свидетельство об этом не только тебе, свидетельство всесильное, свидетельство ангелей, все там горы и небо, и солнце, и земля, чтобы вы, наш Аллах Субхану, и я это признаю, это свальцу в себе. Поэтому, если мы говорим сейчас «Ла иляха илля Мухаммад Расулуллах», это не значит, что это так повторение. Давай так грубо. «Ла иляха илля Аллах». Всем, вот это ряд. Повторите, пожалуйста. «Ла иляха илля Аллах. Мухаммад Расулуллах». Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла илаха илля Аллах.